История чеченского народа немало примеров мужества и доблести воинов, боровшихся против завоевателей. О них сложны песни и написаны баллады. До сих пор помнятся их имена, и певцы воспевают величие их подвигов. Мало кто знает, что среди этих героических людей были и женщины-чеченки, сражавшиеся за свободу и независимость своего народа против произвола и бесчинств. Конечно, войны со времен сотворения мира считались делом мужчин, но храбрые воительницы также были и остаются в истории народа. Рассказывают, что в древние времена, когда враг нападал на чеченскую землю и мужчины готовились к ее защите, перед началом боя впереди войска выходила на белом коне самая юная, достойная, красивая девушка в белом наряде. И бой начинался только после того, как она пускала в сторону врага первую стрелу. Зачастую, когда у мужчин в бою уже практически не оставалось сил, девушка взбиралась на возвышенность и под веселые звуки гармонии танцевала в белом национальном платье. Таким образом, она поднимала воинский дух у соплеменников. Девушка танцевала до тех пор, пока ее не настигало вражеское оружие. Народная песня Дади Юрт воспевается образ бесстрашной Зазы, дочери Амира. После окружения селения царским войском она, взойдя на плоскую крышу и ударяя в медный таз, поднимала дух мужчин. Она стояла на крыше, стуча барабан до тех пор, пока не погибла, сраженная выстрелом от мортиры. История о женщинах аула Дади Юрт вообще до сих пор поражает воображение. В годы Кавказской войны, когда царские войска напали на мирное селение, военных поразила и восхитила отвага чеченских женщин. Бесстрашные воительницы Айбика, дочь основателя аула Дади Центароевского, с другими девушками игрой на медной чаре и песнями также вдохновляли защитников селения. Они помогали перевязывать раны и подносили боеприпасы. Когда у защитников аула кончились ружейные заряды и они ринулись в рукопашную, женщины селения также бросились с кинжалами на солдат, героически принимая на штыки противника. Аул был уничтожен до основания. Среди захваченных в плен оказались и 46 молодых девушек. Во время переправы через Терек, не желая переносить унижение и надругательства в плену, они бросились в бурную реку, хватая и унося с собой своих конвоиров. Позору в этой жизни они предпочли смерть. Определенную известность в годы Кавказской войны получила и имя молодой девушки Таймасха Гехинской, или как ее называют Малин Таймас, или Таймас Хамалова из чеченского селения Гехи. В течение 10 лет она воевала против царских войск, являлась командиром чеченского отряда мудюитов. Таймасха хорошо знала военное дело, и воины ее славились храбростью. Царские генералы не раз пытались разгромить отряд Таймасхи, но все было напрасно. Только через 10 лет им удалось схватить ее. Документы, повествующие об этой храброй женщине, хранятся в Государственном историческом архиве в городе Тбилиси. В те далекие времена военную границу протяженностью от Черного моря до Дербента называли Кавказской линией. Командующим войсками этого фронта был назначен генерал-лейтенант Голофеев. В его письме говорится о том, что 15 апреля 1842 года в Ингушетии, близ Большой Яндырки, чеченцы приняли бой с царским военным отрядом во главе с подполковником Сулимовским. Чеченскими отрядами руководил Ахвердей Магома, в последующем ставший знаменитым наибом имама Шамиля. В его войске находилась и Таймасха со своим отрядом. Отряд Сулимовского при помощи регулярной милиции в том бою одержал победу. 23 чеченца попали в плен. Среди них была и Таймасха. Она попала в плен израненная и в бессознательном состоянии. Известно, что в том бою Таймасха была тяжело ранена в рукопашной схватке ударом вражеской сабли в голову. Кроме этого, она была ранена 2 пулями, нога несколько раз была проколота штыками. В том последнем бою Таймасха Гехинская, почти в бессознательном состоянии, стояла перед врагом, готовая сразиться в смертельном поединке, сжимая рукоять кинжала в одной руке и шашки в другой. Говорят, солдаты боялись к ней подойти и просто стояли в онемении перед вконец обессилевшей девушкой. Под конец, истощенная от потери крови, Таймасха упала без сознания на окровавленную землю, и только убедившись в ее беспомощности, противники посмели подойти к ней и забрать ее в плен. Пленного отправили во Владикавказ. Рассказывают, что повествующий о каждом сражении на Кавказе военный журнал попал в руки Николая I. В нем император нашел рассказ о пленении Таймасхи. Это имя было ему знакомо, в том числе и публикациями в журнале. Император отдал приказ военному министру привести к нему Таймасху в национальном костюме, в котором она воевала. Ни в одном документе не было сказано, что эта женщина сражалась, защищая свою землю. Они писали «хищница», «хищнические набеги».
И вот впервые из уст царя прозвучали слова «Она воевала». Командующий войсками на Кавказе получил приказ как можно скорее доставить ее к царю. Девушку привезли из Владикавказа в Ставрополь, где к ней представили казачьего урядника Федора Григорьева. Он должен был сопровождать бунтарку в Петербург. На станции приходилось время от времени нанимать новых лошадей. Для этого казаку выдали 75 рублей. При уряднике находился приказ генерал-лейтенанта Голофеева об оказании помощи этой женщине, поскольку она направляется к царю. Григорьеву поручили охранять ее, строго следя, чтобы она не сбежала, с обозначенного пути не сворачивать. Если женщина в пути заболеет, сопроводить ее в ближайший госпиталь и следить за ее выздоровлением. По прибытии в Петербург государь и его жена хорошо встретили Теймасу. Неизвестно, сколько времени она провела в Петербурге. Императрица подарила ей золотую цепь, осыпанную жемчугом. Из казны выделили 100 рублей. Существует легенда о том, что когда император спросил ее: «Если я тебя отпущу на свободу, ты прекратишь войну?» Теймаска, глядя прямо в его глаза, ответила: «Войну ведешь ты ее и начал. Если прекратишь войну, то и я прекращу сопротивление». Рассказывают, что Николай был ошеломлен умом и красотой девушки-полководца. В октябре Теймаску привезли в Ставрополь, и, судя по документам, она провела там 3 недели. Начальник штаба войск на Кавказской линии генерал-майор Траскин пишет 4 октября 1842 года начальнику левого фланга генерал-майору Фрейтагу: «Отправленная по желанию императора в Петербург, воевавшая более 10 лет против наших войск чеченская женщина Теймасха Малова, припровождена в Ставрополь корнетом князем Дюль-Алхазовым, кумыкским князем». В присланном из Петербурга письме не сообщается, где именно она должна содержаться в плену. Я отправляю ее с Алхазом в крепость Грозная. Однако нужно тщательно сторожить ее, чтобы она не сбежала в Чечню. Я отправляю письмо высшему начальству с вопросами, как и где ее содержать, после чего будет ясно, что с ней делать. С этим письмом и приехал кумыкский князь Алхазов в крепость Грозный, сопровождая Теймасу. Девушка стала жить в крепости, несмотря на то, что ее родное село было совсем неподалеку. К родным ее не пускали. 6 марта 1843 года Фрейгат отправляет рапорт генерал-майору Траскину, в котором ставит его известность, что отец Теймасы и другие ее родичи живут рядом, в селении Гихи. Этот аул недалеко от крепости. По-моему, этой женщине лучше было бы жить здесь, но ни одному человеку не удастся заставить ее тут остаться. Все время же ее охранять нет возможности, она сбежит, как только представится удобный случай. На мой взгляд, надо подумать над тем, чтобы отправить ее к отцу в Гихи. Кроме того, она из именитого рода. Царь и царица проявили большую доброту к этой женщине и обласкали ее. Нам полезнее отправить ее домой, чем держать здесь в крепости. Пусть она расскажет людям о царской милости. Содержание ее в крепости она почитает за насилие к себе. Этот рапорт попал в Тифлис командиру Кавказского корпуса, но он не согласился отпустить Теймасу. Отец и весь аул царская власть также не жаловала. Прошло еще немного времени. Из письма, отправленного 10 октября 1843 года командующим Кавказской линией генерал-лейтенантом Гурко, командиру Кавказского корпуса Недгарту, мы узнаем, что Теймаска все еще живет в крепости. Примерно в то же время начальник левого фланга Фрейгат направляет в Тифлис прошение Теймасы. Среди кавказских начальников поднялся большой переполох. Недгард написал царю, что Теймаска обратилась к нему с этой просьбой. Император приказал подаренную царицей золотую цепь оставить у Теймаски, выдать ей из казны 200 рублей. Пусть она говорит о нашей милости и привлекает к нам людей. Спустя некоторое время Теймаски разрешили вернуться к отцу в Гихи. 24 апреля 1845 года из штаба Кавказской линии в крепость пришел запрос о дальнейшей судьбе женщины. Ответ был таков: Теймасха Малова живет вместе с отцом в селении Гихи, иногда приезжает в крепость. К сожалению, об этой легендарной женщине известно немного, и трудно что-то добавить к этому рассказу. В свое время поэт и прозаик Ильич Яхьяев написал о Теймасхе Гихинской исторический роман «Гихоя Теймасха». Автор на протяжении многих лет собирал материал для своего романа, работал в архивах. Роман был переведен на турецкий язык и издан в Стамбуле, но и он затерялся в суете событий 2 военных кампаний. Переиздание этой книги позволило бы молодому поколению узнать много интересного об истории чеченского народа. Тем не менее, Теймасха жила на свете, воевала за свой народ, и память о ней никогда не сотрется из истории народа, служению которому она и посвятила всю свою жизнь.